Салам, hormatlı vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодня мы продолжим передачу про кошельки Харамдага. Или иначе, это два козыря в пятерке олигархов. Это ближайшие, кто обеспечивает Харамдага миллиардными суммами. Это люди, которые с ним учились, которых он держал рядом, посадил на самые теплые местечки, и они уже в течение 2 десятилетий с лишним вокруг него. Итак, номер один – это Сапар Тойли, как я в прошлый раз и рассказывал. Этот человек работал и учился вместе с Харамдагом и работает. Меня назначили где-то 11 ноября 1997 года, а уже в декабре назначили его министром здравоохранения, и кроме того, за ним же осталось руководство медицинским институтом, Туркменским медицинским институтом, ректорат, то есть ректором фактически значился он, но фактически управлял мединститутом Сапар Тойли, который был поставлен на должность проректора мединститута. Так вот, этот самый Сапар Тойли занимался вопросами мздоимства. Он получал деньги за вступление. Вот представьте себе, раньше ежегодно в мединститут поступало где-то до 800 человек абитуриентов. С учетом того, что это уже был расцвет взяточничества, коррупции, и самые большие цены платили в мединститут, даже если там уже было, предположим, не 800 человек, а намного меньше, вы представьте себе, что если в среднем где-то, там люди платят по 25 тысяч долларов или 30 тысяч долларов, так, на эту вот цифру, 800, это где-то 40 миллионов долларов в год. После этого резко сократили число абитуриентов, которые принимаются в мединститут, и где-то примерно 175 человек поступает ежегодно, но зато цены прыгнули. Это не 25 тысяч долларов, это стало 40, 50, 70. 100, 130 мы слышали. Самое главное ведь разговор о Сапар Тойли. Через определенное время, когда уже открыли новый мединститут, тогда уже Сапара Тойли назначили на должность ректора Института спорта и туризма. Но через 3 месяца его снова переназначили, и он стал вице-премьером, получив подчинение и контроль Министерства здравоохранения, Минобразования, контроль за свободой вероисповедания, а также Институт спорта и туризма. В это время, когда уже Сапар Тойли был передвинут, то есть он ушел со сцены, деньги-то всегда шли через него, чтобы не светиться, вместо него был назначен один парень из Либаба, Гельдемурат Балтаевич. Вот он согласовывал список абитуриентов, кто заплатил, кто не заплатил, они составляли списки, кто должен поступить, и общую сумму уже не только с мединститута, со всех этих, нархоз сейчас чуть ли не 3 вуза, так, политинститут и так далее, около 25 вузов, еще разные училища. Все до единого проходили контроль, через этого Гельдемурата Балтаевича согласовывались с этим Сапар Тойли, и эта сумма, это миллионы долларов, они шли, через Сапара Тойли
Харамдагу Бердымухамедову, ну и, естественно, часть оставалась и у Сапара Тойли. Сапар Тойли. Он себя тоже не обделял. Но ведь вот эти все заработки были связаны не только с вузами. Самое главное, что этому самому Сапар Тойли был доверен контроль за приемков объектов по мегастроительству. И самый такой известный, скандальный, это как раз в 2017 году, когда вот это вот, значит, была Азиата, это крупнейшая коррупционная схема строительства спортивного стадиона под предлогом Азиады. Обозначена была сумма в 5 миллиардов, но там было не 5 миллиардов. Как сообщают наши источники, туда были включены 11 миллиардов долларов. По 3-4 миллиарда взял и Харамдаг, и Сапар Тойли, и остальные, кто там были. Но сам контроль за строительством и приемку всех этих объектов всегда оставляли за Сапар Тойли. Это было главное лицо, которое принимал объекты. То есть, если ты ему не отдашь то, что положено, этот объект не будет принят. Таким образом, все вот это строительство, которое было там во время Азиады, контроль, обеспечение стройматериалами через фирмы, и в основном через фирмы его сына Мердана, был за Сапар Тойли. Все оборудование для игровых залов, там типа буллинг, там и так далее, там теннисные корты или еще прочее, беговые дорожки, все оборудование и прочее, все это было через фирмы сына Сапар Тойли, Мердана. Вот посмотрите на эту физиономию наглую, молодой, но наглый. Таким образом, кроме того, там же ведь такой железный дорог, там железную дорогу сделали, какой-то водоканал. Ну, в общем, все для отвода глаз. Даже когда Харамдаг выступал по поводу завершения строительства вот этого вот спортивного комплекса для Азиаты, он назвал 5 миллиардов, он не смог сказать миллион, он сказал 5 м. Вот так вот, то есть он знал, что... Потому что, конечно, международное сообщество могло бы сказать, ну, миллиард стоит, предположим, все, что там было сделано. Обозначено было 5, а списали туда 11 миллиардов. Как пришли они, кому распределили, никто ничего не знает. Своя рука владыка. Во время строительства все подрядчики, естественно, должны были сдавать объекты этому Сапару Тойли. И он был как бы вот этим вот самым главным кошельком. Все шло через него. Все через него шло к Харамдагу, и отчитывался он перед Харамдагом. Никого больше к себе он не подпускал по мегастроительству. Следующим таким крупным проектом стало строительство, значит, аэропорта в городе Ашхабаде. Вот. Там была обозначена стоимость 2 миллиарда 680 миллионов долларов. Вот. И кроме этого, еще отдельно был построен аэропорт именно для президентского пула. То есть для него и для его серого засранца. То есть они отдельно вылетают, они не соприкасаются. И на него было тоже, значит, списано 1,5 миллиарда. Таким образом, почти 5 миллиардов долларов идет на строительство этого аэропорта. Но давайте сравним. Например, в Малайзии есть самый крупный, значит, аэропорт в Куала-Лумпур, и на него было затрачено 3,5 миллиарда. При этом ежегодный пассажирооборот в этом аэропорту составляет 47,5 миллионов пассажиров. У нас записывается 17 миллионов пассажиров, ежегодный пассажирооборот. Я не знаю, откуда он берет его, Харамдаг. У тебя население внутри страны
максимум 3,5 миллиона. Более 2 миллионов за пределами. У нас другого населения нет. Ты не являешься международным авиахабом. Ты не являешься через нас. Я не знаю, кто летает. Я сам 10 лет проработал грузчиком, пока учился в техникуме и пока учился в университете. Я знал все эти рейсы. Я был бригадиром грузчиков там ночью. Я учился и работал. И я знаю, какие там были транзитные рейсы. Да, были транзитные рейсы через Киев, на Молдавию и так далее. Сейчас какие транзитные рейсы? Куда есть у нас? Откуда вы взяли эту цифру? 17,5 миллионов пассажиров в год. Откуда вы ее берете? Я проработал в статистике старшим экономистом. Но вы загробили статистику, это еще начал Харам-Баши. И поэтому делайте, что хотите. Тратите сколько хотите. Пишите, что хотите. Вот таким образом существует наше государство. К Министерству здравоохранения и к остальным отраслям относится строительство вузов, строительство больниц. Если, предположим, стоит 50 миллионов, записывают 250 миллионов. То есть своя рука владыка. Это огромные массы, потоки денежных масс. Это миллионы долларов, миллиарды. Они шли и идут до сих пор через Сапара Тойли и его сына Мердана. Теперь он подключился к этому процессу. Даже самое простое, то, что ежегодно все студенты вынуждены покупать спортивки. Все должны быть в одинаковых. Какая-то фирма привозит эти спортивки. Стоит 300 манат, но студентам продают по 2000 манат. И это выходит где-то, если у нас, скажем, студентов где-то 100 тысяч студентов, то это где-то 58 миллионов долларов получается. Только на этих спортивках. Вот какие финансовые выкрутасы позволяют себе люди, которые добрались до власти. Вот это вот Сапар Тойли, сейчас он вроде бы его немножко там спрятал, показывает, но он все равно контролирует, курирует и так далее. Вот теперь, как же живет этот Сапар Тойли? Вот посмотрите на эту фотографию. Вот этот вот коттедж, это называется в районе Гажи, он стоит 1 миллион долларов. Это его коттедж. А вот это вот здание, которое я вам показываю, и там стоит рядом машина его сына Мердана. На втором этаже живет его, сын. Стоит эта квартира 700 тысяч долларов. Так они живут. Теперь, второй номер в этом списке кошельков Харамдага, это господин Мейманов такой есть. Так, он тихий такой, незаметный, скрытный, как Сапар Тойли, и даже более. Также является ближайшим другом, так, и, соратником Харамдага. С 1 августа 2000 года он возглавляет аптеку управления Минздрава Республики. Все склады, все лекарства, которые приходили с 2000 года, шли через это аптекоуправление. Вы, наверное, помните, как в свое время, когда дали немножко дорогу бизнесу, Куван Джумаев зарабатывал, там у него были аптеки и так далее. И все думали, что это очень богатые люди. Но они по сравнению с Мейманом, они просто торговцы семечками на базаре, потому что это в государственном масштабе идет огромное количество лекарств. Завозили его бизнесмены, и каждый бизнесмен должен был оставлять 10% от завезенных медицинских препаратов, лекарств и так далее, и все это оставалось у Мейманова. Кроме того, Мейманову было позволена такая близость к семье и, к родственникам Харамдага, потому что все поездки отца и матери Харамдага
всегда были в сопровождении Мейманова. Лечение в Германии и прочее, это всегда было рядом. Поэтому он всегда говорил, он не признавал ни прокуратуру, ни МНБ, ни МВД, никого он никогда не признавал. Вот такой вот человек, это фактически продолжается на протяжении 24 лет. Сами подумайте, если такой огромный поток. Значит, у нас сейчас лекарств больше употребляется, чем хлеба. Все аптеки забиты. Вы просто зайдите, посмотрите в аптеки. Все эти поступающие лекарства, реализация, она исчисляла сотнями тысяч, миллионами долларов. А в общем итоге это были миллиарды из года в год. Но после 2017 года Мейманов уже прекратил работать со всеми фирмами, поставляющими лекарства или медицинские препараты. Он полностью монополизировал эту отрасль вместе с племянником Харамдага, Хаджиком. Они создали вот эту вот аптеку, такую вот, наподобие аптеки, она крупная такая. И называется она ДМББ. Теперь это полностью монополизированная сфера, и все деньги идут через подставные фирмы, и идет огромная коррупционная схема по завозу препаратов медицинских, лекарств и так далее, и, естественно, последующей реализации. Все вот эти вот, значит, во всех аптеках и так далее по всему Туркменистану. Опять же, это на сотни миллионов долларов. Это на миллиарды долларов идет огромное число. И как живет Мейманов? Давайте посмотрим, как живет Мейманов. Вот это вот здание на втором этаже, у него, значит, квартира, она стоит 1 миллион долларов. И как сообщают источники, там весь потолок позолоченный. Весь потолок в квартире позолоченный. Еще один коттедж, он находится сзади гостиницы «Турист», там, где вот ботанический сад, были построены частные виллы. У покойного Байрама Кекелиева он купил вот это здание за 1 миллион 100 тысяч долларов. Ну, а вот это вот здание, это вот как раз вот оно принадлежит ему, вот где он вместе с Хаджиком, вот там он поступает лекарства, распределяется и так далее. Но сами эти квартиры, вот то, что я вам рассказываю, это не то, что они прям упорным трудом и воровством вот себе сумели наворовать. У них, у любого, что у Сапар Тойли, что у Мейманова, где-то по 50 квартир на разные фамилии и имена по всему Туркменистану, по всему Ашхабаду, Туркменистану и так далее. 50 элитных квартир на каждого из них. Поэтому вот посмотрите, как живут те люди, которые приближены к телу. Рассказывает про Мейманова. Мейманов очень на тебя жалуется, ахальские ребята. Ты чего гнобишь их? Какие проблемы? Да, ты близкий сейчас с ним. Зачем это возбуждать вот это вот межплеменную рознь? Чем тебя ахальцы насолили? Зачем это делаешь? Жалуются на тебя, что ты занимаешься уничтожением этих кадров. Кроме того, давайте посмотрим на этот весь процесс, о котором я вот вкратце рассказал, с политической точки зрения. Посмотрите, трайбализм в Туркменистане – это очень большая незаживающая язва. В течение минимум 3 столетий, а может быть и больше, может быть тысячелетиями, вот этот вот трайбализм, межплеменная рознь, так, между
Хивинским ханством, Ахалом, Балканом, Лебабом и так далее. Это незаживающая гнойная язва. И почему тогда вот, значит, сейчас вместо того, чтобы создать условия для всех в разных регионах, он выбрал себе просто людей из таких вот пожароопасных регионов. Это Ташаузский вилаят или Бабский вилаят. А за Ташаузский вилаят отвечает Сапар Тойли. Он теперь ни хаким вилаята, никто его не знает. Но он миллиардер. И все будут с ним считаться. То же самое и с Меймановым. И весь Либабский вилаят, когда надо, контролировать будет он. Таким образом, два основных региона остаются под контролем тех лиц, которым были дозволены огромные финансовые потоки и суммы. Политическая подоплека всего, что произошло, и почему эти два человека, казалось бы, не родственники, никто, так оказались так обласканы диктатурой, и они фактически являются двумя козырями в этой пятерке основных олигархов Туркменистана. Но все равно все скрытное в конце концов открывается. И народ об этом знает. И будет спрашивать. Я еще расскажу об их квартирах за рубежом. Хорошо, сейчас есть ребята, находятся за пределами Туркменистана. Ну и покажем мы. В Европе мы покажем квартиры этих людей. Как можно жить припеваючи при разгуле коррупции и мздоимстве в системе Харамдага. Народ, мы не должны терпеть это. Это наши деньги. Это бюджетные деньги уходят на все это. На мегастроительство, на закупку лекарств и прочее. Все это должно было быть учтено в бюджете. Это средства для народа. Вы из-за этого дороже покупаете и квартиры, и лекарства, и прочее. И поэтому мы должны требовать. Требовать, потому что народ имеет право. Халкын хакы бар. Başladı, baba yedim,